Всем доброго утра. 31 октября. Валит снег. Навалило уже очень и очень много. Где-то сантиметров 20, наверное. Приехали к Ивану Григорьевичу. Иван Григорьевич, запускай меня. Заходи. Запускай, дружище. Запускай. Заходи. Курортник, санаторник. Блин, звони, столько снега почистил. А его уже надо по новой уже чистить, наверное. Уже все валит и валит. Да. Запускай. Ну здравствуй, курортник, санаторник. Здравствуйте. Как здоровье поправил? Ничего, видишь какой. Нормально. Готов к первому льду? Ой, уже рука уже работает, пальцы ровные. Это, блин. А приехал я, так сказать, к Ивану Вот Григорьевичу надо, блин. не просто так, нужна помощь. Ехал Григорий вчера с санатория и произошла поломка. Говори, что у него поломалось? Шаровая, вырвала шаровую на рычаге. Ладно, что скорость была нормальная. Чувствую, что-то, блин, скрип. Ну и там такие еще ямки. Думаю, нет, надо посмотреть, что скрипит. Ну, сейчас проеду ямки и посмотрю. Проехал ямки, она хлещет, колесо легло. Блин, а там так... Передняя, да? Да, а там так, блин, летел сотню, там, ну, две аварии видел по дороге. Это по бездорожью, наверное, сломало, да, где-то? Да, там ямы. Вот наш вертолет ждет своего часа. Вот 2 листа должны привезти. Сегодня даже, может быть. Ага. Паша привезет. И будем собирать, да? Да, сейчас лодку перевернул, померил, посверлил, говорит, к этому все попривязывал к этим шнурам. Это поставил и Летом так и не ездил, да, потом? ездил. Ездил? После этого нет. Нет, да? Вот Не- один раз. Зарывается, попробовал. да, говоришь? А? Зарывается, да, говоришь? Ну да, я не регулировал, видишь, он как есть, вот я эти тяги не регулировал, я так поставил, а ключи в торопях тут я ставил. А у меня неприятность тоже с машиной. Мы вчера-то приехали поздно. Мне ничего не сказали, 3-литровую банку дали, в ноги, говорит, держи молока. А. Я держу ее. А 5-литровую банку, бидон пластиковый, поставили. Я еду, что-то в жопе мокро. Повернулся, 5-литровая бутылка молока лежит, все молоко открылось. На сиденье, на ковролин, на полике, короче, блин. Охренеть. Полночи драили машину, полночи, блин. И все равно, наверное, сейчас запах будет. И это надо на химчистку давать или что. Молоко это Да. хуже некуда. Рыба и молоко это для машины капут, Нет. я не знаю. Вот, блин, и ключи оставил в машине от того сарая. Вот хватит электродов. У меня электроды дома есть, Григорьевич, всякие. А вон у меня. Нет, у меня пачками, ты разберешься, какие, что я тебе дам электроды, какие нужны. Я тебе и пачку дам еще в подарок. В общем, едем, не знаю, что у нас получится. Взяли электростанцию, я взял, киловаттка, не знаю, потянет, не потянет. Тут она полуторка, да? Да. 160А. У меня киловаттка, не знаю, потянет, не потянет. Ну, попробуем. Ну да, на малом хоть тонким электродом. В общем, попробуем заварить, Отварить, попробуем чтобы просто пригнать домой. отремонтировать А потом- машину. Сколько километров до Троицка? 10, там от крутой 100 километров ровно. Километров 100. Как-то вот так. Сейчас едем домой, берем электроды, берем сварочный аппарат. Электростанцию я уже взял в машину. Едем, Так, это я. едем вытаскивать машину Ивана Григорьевича, иначе разберут. У нас народ такой, что на дороге оставлять Там ничего две нельзя. штуки, там 2 штуки стоит, и газель, и Да? легковая стоит. Все, погнали, посмотрим. Посмотрим, что там стало с Блин, машиной. ехали 2 Глянь. аварии. Это транзит этот, блин, Volkswagen. Ага. Вверх колесами. Ух И, ты. Это получается... А, транзит, не пассажирский. ну, пассажирский. Пассажирский, да? Ужас. Я не знаю, там были жертвы, нет, но, короче, милиция все огородила. Ага. Ну, вижу, что там эти жилеты, блин, ну и притормозил, потихоньку проехал, блин, прямо вверх ногами. А они, каша на дороге отпустила, Мгм. и глубокая каша, и он, видимо, в кашу заехал, заезжаешь в кашу, и Выкидывает. машина не рулит, куда каша И, прет. и дорогу не чистит, да, получается? Ну, потом Ну, пошел туда этот КамАЗ. А, ну. Ну, ну же это же всегда, Понял. когда жареный петух клюнет. Покшинскую вчера тоже не чистили, такая же хрень была, Тоже мы у нас. ехали. Фу, там по колено снега нам увалило, снег вон, второй день валит. Че плохо-то, на озерах-то корка льда-то появилась. Да. И сейчас снега бахнет, Да, и и плохо, все, да. и не будет намерзать Я вот лед. думал, что ну в четверг вот 23 градуса обещают. А что толку, это под такой шапкой льда ничего не замерзнет. Ну да. Ладно, рыбалка это потом, Эх, все блин, будет, только на лодке придется. все будет, пока едем спасать машину Ивана Григорьевича. Вот. Погнали. Сейчас я это
Так, у нас первая неприятность. Приехали на заправку. Что там сказали? Только за наличку, карта не работает. Карта и это не работает, только за наличку. Так что едем до Воевожа. Попробуем там. В одну сторону бензин хватит. Если там не заправимся, останемся там куковать. Нет, А машину то сделаем, да приедем. Заправимся, а то у меня Всё. полбака бензин. Все, держим путь до Воевожа. А на улице вот такая вот срань. Полная. Погода, да. Полная какашка. Погода желает лучшего. Все, погнали. Ну что, друзья, дурная голова ногам покоя не дает. Приехали опять. Хорошо, что не все 100 километров проехали. В общем, едем, отъехали, наверное, от поселка километров 10, наверное, уже. Я такой, что-то меня осенило. Говорю, Иван Григорьевич, ты ключи случайно не забыла от автомобиля? Он, хорошо, что так, а так бы подъехали 100 километров к машине и оказалось, что нет ключа от машины. Пришлось вернуться, возвращаться, плохая примета, ну, постучим по дереву, надеюсь, все обойдется. Погода погода дрянь полная, вот такая вот погода, за бортом у нас, вот такая погода, за бортом минус 4 градуса. И просто снегопад, страшный снегопад. Для реки, для ледостава это неплохо. В принципе, это снежная каша будет намерзать. Быстрее, возможно, встанет река. Но для озер, я говорю, это тонкий лед сейчас накидало. Не знаю, как встанет. Но обещают сильные морозы. Значит, скоро ледостав. А это ледостав, это первый лед. Народ, наверное, уже кто-то уже на лодках, на лыжах, скорее всего, уже рискует, уже кто-то, может, покоряет. Мы спешить не будем. У нас есть отснятый материал, есть чем заняться, есть монтировать еще. И остался еще один выезд, там 2-3 ролика, наверное, будет. Потом вот этот ролик сегодняшний. Ну, а потом следующий ролик будет у нас про первый лед. Так что, друзья, не пропускайте. Заходите на канал Коми Рыбак. Впереди зима, впереди будет очень много интересного. Минус 3 градуса, начало теплеть. Что скажешь, Григорьевич, по погоде? Будет еще теплеть, нет? Будет еще мороз после этого, а потом будет вообще плюсовая температура. А, после мороза уже? Да, после 23 градусов мороза будет плюсовая. Понятно. Этот снег может сойти. Может, река бы успела встать? Или что думаешь, Да. станет? Нет? Не успеет, Да. наверное, да? Стала бы река, да, а потом пусть сходит. Потом река может опять пойти потом? Нет, Хотя бы озера пусть бы хотя бы встали, Да. и то хорошо. вода по льду пойдет. Был такой один год уже. Был, я помню тоже такое. Я лодку оставил, думаю, ну блин, так ее привалило снегом, а потом дойти не мог. Это ни в Броднях, ни на другой лодке по снегу не думаю, ладно, пусть до весны. А потом все сошло, и лодка плавает, блин, и прибила ветром к берегу. Да. Было, да, это давно, конечно. Ну, так в 75-м году была ранняя весна, вот тоже вот так на мокрую землю упал снег. А 17 апреля была уже вторая вода. Уже корабли, катера пришли из Печоры, блин. Курсанты приехали, вот тут же порт. Весь музыка день и ночь, блин. Я тогда спас одного рыженького пацана, блин. Я даже не знаю, как ее зовут. Утонул, что ли? Да. Они пили на борже там. Ну, в борже. И, короче, он, видимо, вышел и упал, и под боржу. Ужас. И ладно, у борже вот такая умятина. И он вот так пальцами поймался, его подтянуло под боржу. И он кричит: люди, кто в Бога верит, спасите. А я как раз Насю вечером отвел в роддом схватки. И, короче, я не сплю, блин, и мне кажется, такая заря 17 апреля, и кажется, что гуси прямо над моим домом где-то орут. Я туда еще охотился. И, короче, я раз скакнул, нет. Ну, блин, думаю, выйду на улицу. Короче, эти сапоги так на босую ногу одел, телефонное пальто и по тротуару тут по берегу иду и слышу: люди, кто в Бога верит, спасите. Я, блин,
Я на берег одну лодку дернул, вторую. Нет, какая-то деревяшка. Дернул, а цепь даже не привязанная. С этой земли, забереги были такие. С земли выдернул. Там у лодки кусок доски такой. И я плюх. К этой барже вижу, уже рыжая голова. И у него лед на волосах. Он давно кричит уже. Я Один что ли, а где компания у него А была? там орут, там у барже, песни поют, гитара играет. А этот орет тут, и никто не выйдет. Но они и не видят его, он там под боржой. Я, тут, где мотор ставят, наступил. Раз смотрю, уже воды у меня, в сапоги скоро. Я подгребаю к нему. Короче, схватил ее за плечи. У меня лодку поворачивает туда, вдоль боржи. Ну я его вот так тащу, а он как был вот так согнутый, не разгибается. Я его сюда, где мотор, вот так положил на спину и быстрее туда в нос, плюх, воды в лодке столько, а он лежит там, как кочерышка уже застывший. Короче, я до берега дошел, лодку вытащил, по лодке пошел, его тащу, все равно он мокрый, я ее по этой лодке тащу, на берег положил и думаю, а здесь и все еще жил, думаю, принесешь туда старикам. Я беру его на гор и мимо типографии тут наверху, и старая милиция где была. Приношу в милицию к дежурному там, положил его на пол, он так и лежит вот такой. Они скорую, тут он спрашивает, как ты его достал. Вот так. Короче, скорая приезжает, давай его растягивать, равнять, натирают чем-то, не знаю, то ли спиртом, чем-то натирают. Он, ничего, так закусил зубы и ничего не разговаривает, ничего. Шок, конечно, такой. Я стоял. А бухой, да? А? Бухой. Не знаю, лежит, не шевелится человек. Выровняли его, дышит. Натирают его, раздели его до головы, натирают. Он синяк. Короче, он начал отходить. Я стою, начал отходить. А так, глаза закрыты. Он, Маша, Оля, ой, Лена, Маша. И вот так это. Много подруг было? Да, и все. А я потихоньку вышел и пошел домой. На работу завтра. И, короче, утром иду, зашел по пути в роддом, тут в окно постучал. Короче, там женщина подошла к окну. Не открывают окна, а так одинарные окна. У тебя сын родился. Я, разворачиваюсь. Это Влад, да? А? Да. Владик, когда? Да. Иду домой, короче, думаю, пацана спас, один пацан родился. И, короче, там заначка была, короче, беру пузырь, иду на берег КС, короче, к ее брату. Говорю, у меня пацан родился, давай мы с тобой с кем начинаем. Короче, с ним тюкнули этот пузырь, думаю, пойду скажу все-таки. Я ей говорю, а что покажут? Да нет, она только родила, 17-го. Утром. Только родила, что показывать? Первенец, да, считаете? Да. Я, туда выпил уже все, уже до обеда с ним еще пошел пузырь. Короче, с дедом еще выпил. Потом после обеда все равно не терпел, думаю, схожу. Пришел, постучал. Она там держится за живот, подошла и говорит, Сколько воробьев мелких? Да, не даю это пацана, я говорю, посмотреть. Нет, что там смотреть? Там это в шкафу между простынями деньги, там на коляску возьмешь, на это все, одеяло там все. Я пришел домой, слава богу. Беру
два рябчика сидело, видел, нет, слева? Нет. Блин, хоть развернись, да покажи. Ладно, не буду уже, там сзади машина. Сидело два рябчика прямо на березе. Такие крупные, сначала думал тетерки. Они и надулись. Но тем временем мы подъезжаем к поселку Войвож, и оттуда еще километров 20. Скоро будет поселок Войвож. Ну, дай бог, нормально все будет. Дорога вообще не айс. Ну да. Каша, вот это все намесили Никто не уже. чистит. О, скорая нас уже повторно догоняет. Скорая летит. Мы один раз уже обгоняла нас. Да. Куда-то спешит. Смотрим, стоит. Останови, ну. Вот опять уже летит, блин. Ладно, не будем пока отвлекаться. Сейчас аккуратненько прижмемся. Пропустим ее. Пусть дальше летит. Но она же скорая, ей надо быстро. Нам еще ехать. Сейчас вот прижмусь сюда. Потихонечку. Все. Пошла вон такая вот видимость, друзья. Это, если можно назвать видимостью, это быстрее невидимость. Стоит одной машине обогнать или большегрузу или еще что-нибудь. Вообще ноль видимости. Я боюсь, когда будем ремонтировать машину, там вот, чтобы ничего не случилось, надо будет выставить знаки, там что-то аварийной остановки или еще что-то там, деревья хотя бы какие-то срубить, да, Григорьевич? Что-то надо будет. Аварийку включу, машину поставлю с краю. В общем, едем, друзья. Вот доехали мы до машины Ивана Григорьевича. Раскривушка. Раскривушка. Иван Григорьевич сказал, что война войной, машина машиной, Да. ремонт ремонтом, а обед по расписанию. Обед по расписанию. Дорога долгая была, дорога тяжелая. Очень плохо, когда вот такой снег и мороз, это все замерзает. Окна, короче, ничего, мало приятного. Вот. Решили перекусить. Что у нас сегодня на обед? Валентина Павловна мне тут горячий суп предоставила. Ну и такие дела. В общем, Термостат. решили перекусить. И что еще тут? Нарезка Столика какая-то. не хватает, да? Да, не хватает столика. И вот, Если и только вот нарезка. А, колбаска. Колбаска да сало. Что мы можем кушать? типа на рыбалке, да? Типа на рыбалке. 100 грамма только не хватает. Да, ну она же говорила, бутылку берешь? Я говорю, ты что, девушка? Ты что, девушка? Говорю, Шутишь? шутишь? Мы же не на 3 дня едем. Так что вот. Вон. Видишь, две машины, как раз встречка, видишь, там встречка и здесь. Вот у меня так же получилось. Отсюда вот расходились, как то машины. Обгонял он туда. И я там скинул скорость. Ага. А если бы я летел еще, блин. Вон движение-то какое, да? Вот раз, два, три машины уже. Если бы я летел, блин. В общем, друзья, обедаем и Да. посмотрим, что там случилось у Ивана. Супчик гороховый. Ну, приятного мало. И Мало. самое главное, все равно мы что-то забыли, только уже не стали возвращаться. Это Да. забыли маску. Ну ничего. Иван Григорьевич Не сказал, привыкать. глаза у меня как маска, говорит, буду на ощупь парить. Не привыкать. Главное, дугу поймать Да. и вперед. Тебе честно? Зелческий. Суп гороховый. На природе оно всегда вкуснее, да? За столом не так бы было вкусно. А тем более с копченостью, знаешь, такой петушок копченый. Ну, это все хорошее, я тоже буду есть. Мгм. Так, ну что, друзья, перекусили. Я наелся пол-литровой банкой супа с хлебушком, так что даже чаю не захотел. Иван Григорьевич еще с лавашом чаю попил, с колбаской и приступает к работе. Сейчас посмотрим. Так, ну что, Игорь, с чего начинаем? Вот такая вот поломка. А, вырвала вот это, получается. Да, рычаг. Это что, износ или Ну да. от удара что-то, да, где-то? От удара, но ну, она немножко, может, и уже же изношена, уже ж года ему.
И как ты хочешь туда ее приварить? Вот Снимать будешь? загнуть? Нет, на месте. На месте будешь приварить? А Да. колесо не будешь снимать? Сниму, я же хочу. Ага. Но прежде надо... Я попробовал гайку. Сейчас рукавички оденем. Донкратить надо, да? Есть донкрат, все. Все, да? Все у меня, все есть. У меня бы вот случилась вот такая поломка, я бы, наверное, пришлось мне вызвать эвакуатор и тащить, переплачивать огроменную сумму денег за эвакуатор. Как раз сколько стоит Автомобиль. рычаг, столько и Больше? эвакуатор. Больше там они его за час или за километр берут, там они что-то очень Да. дорого. Как цыган за маму. Как цыган за маму. Да. Ну ничего, сейчас последовательно будем смотреть, что делает Григорьевич. Снимаем колесо. Снимаем колесо в первую очередь, да? Потом шрус. Шаровую откручиваем. Шрус, столпицу. Снимаем столпицу. Видишь? 1, 2, 3, 4 гаечки. А донкратить потом, да? Да. Ну, здесь надо еще ее выровнять. О, металлолом. Моторы целые везут, прикинь, Григорьевич. Мотор вон сзади. Ведь вихрь или Нептун, что-то такое, блин. Целиком моторы везут. Подонкратили машину. Немножко так надо вот колотить. А, колесо не выходит? Да, вот здесь вот туго заходит очень на ступицу. Может, это нагреть надо было? Нет, горелкой? Нет, она так выйдет вот. Постоянно так, да? Да, и все колеса так. Мгм. Почему-то диски очень плотные. Блин. Или когда бортируешь, может, сейчас отсюда стукну его, и она выйдет. Опа. Так. Есть контакт. Вот так. Она ему сказала: ты, мальчик, за мной не гонись. Так. Все. Это мы положим вот сюда, потому что на него надо стопицу положить. Так, все. Ключи. 17.1, 17.17. Так. Есть такая партия. Так, ладно, кольцо потом. Кольцо потом. Так. Ага. Пинцет. Ага. А? Тампон. Сестра тампон. Опа. Тонкий вытащишь. Сломается. Выдрал. Тебе стоматологом можно работать? Да куда он? Это ж все равно равносильно. Так, погнали. Раз. Да. А. Рулевую тягу. Тягу рулевую. Да. Сейчас Стой. ступицу. Низ у нас уже не держит, так сказать, шаровая. А это, Убираем, это мы сейчас убираем для того, чтобы не мешало варить, да? да. Ну и потом собирать надо, шрус надо туда воткнуть, в коробку и сюда. Когда он на месте, его оттуда вытащил. А сейчас А сейчас просто так на месте никак было заварить без разборки, да? можно было, но лучше убрать, и оно так удобнее. И, как говорится, беспроблемно. Все, убрали? Да. А, шрус-то вытащил, получается, да? Ну Оттуда? да, там он оттуда вышел, вон там 3 направляющие. А, пыльник шруса, смотри, вылетел вон. Да. Внутренний. Ну, пыльник-то и этот снялся. Чё, она же рассчитана на такой-то поворот, а тут загнула ему куда-то. И что, будешь потом пыльник менять? Ну, потом буду все менять. Мне доехать.
Вот поломка получается вот в этом, да? Вот сломала Да, вот эту жестянку. вырвало оттуда. А конечно такая тонкая, блин. Ну, Что, они помощнее ничего не могли придумать, что ли? рычаг вырвало, и все. Ужас. А вообще жестянка тоненькая получается. Ну, все, вон, ключом гни. Вот. И как ты ее собираешься варить? Ну, так вот, обогну сейчас ее обварю, и потом отсюда усилю. И все? Да, И будет держать? будет. И Всё. будет. Все равно ненадежно. Ну, не. Вот это полностью надо будет менять, да, все? Вот этот рычаг, вот, Да. все. Ага. Там выпрессуешь эти резинки. Вот это коромысло снимется. Все, вот стабилизатор. Ну, вместе с коромыслом стабилизатор уйдет вверх. И все. Понятно. И это поменяем, закажем вместе в сборе с этой шаровой. А тут в магазинах запчастей нет таких, да? Нет. В Ухте-то есть, наверное? Ух ты, да, но и то надо заказывать. Так у них это нет, чтобы лежало. А это что за веревка? Это я навязал. Я же хотел ее привязать туда. Ага, еще хотел на веревке доехать? Ну а что? Нет, вот этот ремень бы выдержал. Если бы вот тут было такое ухо, чтобы завязать. Ага. Чтобы она не выходила сюда. Ничего себе, на веревочках. Ну, а что, тихонько доехал бы 5 километров в час. Ну не получилось. Да. И за полночи бы до полустять. Так. Ладно, чтобы не мешался, я тоже его пока положу сюда. Все, Так, пока все. Сейчас. заводить. Нет, Это еще. сейчас. О, блин, я же не снял шаровую. Шаровую надо снять мне. Надо не заводить, а это открыть, снять клемму аккумулятора. Раз мы собираемся варить, надо снять клемму аккумулятора. Что, шаровый конец, да? Ну да. Все, Все, уже люфт менять. да. Ну, доедем, не вырвет. Не вырвет, тихонечко, помаленечко, не спеша. Все готово? Или еще что-то? Да, все, Осталось заварить? да, Что, доставать, заводить? да, доставайте, заводите. Обязательно перед началом сварочных работ что делаем? Клемму снимаем. Снимаем клемму. Да, Для чего? Электроника очень чувствительна. 1 год мы даже удивительно. Это 7 ведер 12-литровых за зиму выпили. Ничего себе. Морсом? Каждый день. Вот не было дня. Ну, только кончается уже опять кастрюля. Ну что, хорошо, витаминчики. Да. Вообще было хорошо. Крушечно. Как этот говорил. Краснодарский парень. Хорошечно. Миша, хорошечно. Он смотрит иногда. Вот. Вот она. Так. Опа. Ключик для клеммы у меня всегда вот на магните. Ага. Вот, чтобы не искать его нигде. Все уже. Залез и Чпок. готово. Все. Все, никаких цепей. Вот. Второй не будешь что ли снимать? Нет. Все, зелененький. А, вон оно. Наоборот, на потоке было. Да. А я убрал с потока, сейчас опять на Ну да, поток. засосало. Все, пусть прогреется немного. Да. Покупал этот генератор я года 4 назад, наверное, уже он у меня стоял новенький. Эту весновку только я немного попользовался. В палатке, когда жили, он давал нам свет. Я на компьютере работал, там немного повербанки заряжал. Весну отработал он у нас. Где-то, наверное, ну, литров 10, может, спалил и все. Он новый, считай, все. Не знаю, у тебя насколько сварочный? 5 ампер.
А киловатта хватит, нет? Сейчас посмотрим, да. Все включили. Что, будем пробовать? Ты там новые электроды будешь брать, нет? Нет, пока попробую. Привычно. Там уже все загнул, да? Да, поставил на место, сейчас так прихвачу. Потом это я отломил специально, чтобы вот это прихватить. А как ты без маски-то будешь? Вот так. Так будет. Примерно? Примерно точно. У тебя овальное оно, нет? А? Овальное, не круглое. Получилось, нет? А ты хочешь саму шаровую приварить? Да. А? Нет, я вот эту приварю вначале. Вот эту, а потом шаровую вставлю. Потом вот этот кусочек сюда. Так будет нормально. Нормально. Вот все как тебе. Пробуем. А надо включить ли? Что включить? А что? Нету выхода? А? Только нету. А, у меня летит. Вот это, да? Да. О, сразу нагрузка. Тяжело. Да. Не справляется. Слабоватый. Так, ну так, Убавил ток? да. Слабоватая. Киловатта слабоватая. Я не знаю, что у нас получится. Так, ну ладно, это прихватил. Не хватает, да, мощи? Да, маловато. Так. Хватает. Блин, чуть-чуть бы помощнее. Андрюха останавливался. Я говорю, молодцы все-таки, остановились, спросили, нужна помощь, не нужна. Я говорю, какая помощь, если только генератор помощнее. Слабоватый генератор, вон. Потихонечку. Чихтит, пыхтит, блин, но выдает ток. Мало, конечно. 1 киловатт это мало. Давай, давай. Поднатужься, малыш. Кому сейчас легко, да, Григорий?
Зайцу нахватался. А, кроликов. Кроликов? Ну, конечно, без маски, блин. Что, попробуем показывать, может быть. Или сделаем машину, или кончим генератор, одно из двух. Я буду. О, сгорел. Кто? Твой аппарат. Твоя мать. Фух. Тут да. Выстрелило все, блин. Сгорел. Сварочный аппарат сгорел, да? Ну. Фу, блин. Генератор-то выдержал, а Да. сварочный аппарат, к сожалению, нет. В общем, не успел, да? Да, вот с одной стороны вроде прихватил хорошо. А, Сейчас-то на оборотах Отсюда вроде бы начало, да? вот отсюда бы, блядь. И вон он дымом пошел, выстрелил что-то. Да, блин, выстрел пошел. И выстрел грянул. Что теперь делать? Так. Где там выключатель? Так, выключили. Ну-ка, заведи кто-то. Этот работает. Этому, наверное, все, конец уже. Что, включить? А? Включить? Щелкает. Работала это. Защита. Да. Вот. Генератор выдержал, сварочный аппарат нет. Что, глушим, да? Глушу? Ну, это что такое не везет, да? Да, вот это вот. Так, что ж придумал? Сварочный аппарат нужен с генератором. Что придумали? Не, так может все-таки как-то. Привязать веревкой? Да, это шаровую, блин. Не знаю, как, что там, как. Ничего тут, наверное, не получится. Или... Блин. Я не знаю, Григорьевич, честно говоря. Я думаю, Потихоньку. Так, как же ее зачекрывать? Да, блин, проволоку хотел взять тонкую. Григорьевич в поисках проволоки. С дома не взяли проволоки. Но тут старая линия идет, шла радиолиния. Провода вдоль кустов валяются. Григорьевич решил откусить кусок провода и затянуть шаровую при помощи проволоки. Не знаю. Идея, конечно, бредовая, но Идея А. если этот автомобиль сегодня дойдет до Троицка, это будет чудо. Тем временем на улице уже темнеет. Но, как говорится, надежда умирает последней, да, Иван? Да. Ты имел в виду Крупскую? Да. Ой, наконец-то мы вместе. Вот таким макаром. Теперь сейчас померить вот в эту петлю и вот сюда, вот. В рычаге тут специальное отверстие для этого. Для проволоки. Да. Предусмотрено производителями Все Hyundai. предусмотрено производителем Hyundai, да. Вот так. Померяем. Так, ладно. Вот такой кусок нам хватит Подвиньте, наверх. наверное, чтобы уж хватило. Лучше пусть. Да, и не хватит, пойду отрежу.
Там много. Там у меня много проволоки. Все это предусмотрено производителями Ростелекома. Всё, да. Что Григорий здесь рано или поздно встанет? Они не убирали специально отсюда провода. Блин, думают, а вдруг кому-то понадобится. А мы что, их уберем и выкинем все равно на помойке. Ага. Раньше же. Вот, раз. Так. Ага, хорошо, хорошо. Хорошечно. Так. И вот сюда мне надо выдвинуть. Я потом еще раз обведу его. Ага. Подлиннее сделай. Все, вот в эту петлю надо. Йо. Это точно как это крючок вяжешь. Туда-сюда. Морду вяжешь. Морду, да, туда-сюда. И вот в эту петлю. Бывает там тоже такой момент, где нужно самое такое, Попасть в дырочку. да, попасть в дырочку, а остальное потом уже она Само пойдет. как бы прикладывается к этому. Вот это вот. Опа. Опа. Вот. А самое главное сейчас вот это будет хреново. Так. Вот. Вот. Блин. Она Коротковато. жесткая, да. Коротковато просто. Если чуть подлиннее. Блин, оттуда может нагнуть оттуда. До упора сначала, да, нагнуть. Да, вот и отсюда. Вот эти вот места. Вот Иван Григорьевич сделал такую приблуду. Ну-ка рассказывай, как оно поедет. Ну все, вот она зачекировала. Она должна держать туда шаровую. Должна. Прижимать, да, что Но не видишь, обязана. сюда. Ну, будет, так будет. Поехали, все равно помочь ничего. Давай. А я вот догоню. Спасибо, что остановились, спасибо, что помогли. Чем могли, чем смогли, да. Добрым словом тоже. Да. Не, остановился только Андрюха Бажукова, ты остановился, остальные даже знакомые раз махнут и все, поехали дальше. Ну, с одной стороны, это мы не тормозим, с другой стороны, они даже не остановятся. Блин. Главное поздороваться, да? Ну, чем я говорю, только здесь может помочь это, которые сварочный агрегат, это дорожники ездят, то только один. И дорожников нету И никого. никого дорожников нету, Все в получается. отпусках. Давайте, Не потихоньку. скучайте, поехали. Что ты говоришь, думаешь, Я думаю, да, она туда жмет, она не даст ей вывалиться сюда. Вот. И тут небольшая пластиночка прихвачена, но это Да. сопли. Да, конечно, сопли. Я думал вот эту прихватить, а тут тоненькую, что, она приварилась. Ну. Не получилось. Ну ладно, пробуем, что получится, получится. Нет, так завтра Конечно. что-то будем другое думать. Но будем думать, что получится. Хотя бы до Воевожа доехать там бы кому-нибудь в гараж, да. А, сварочный. Да, там может сварочный у кого-то есть. Там есть знакомый человек, если он живой. Воевожа? А? Воевожа? Да. Блин. Так, это у нас вот сюда идет. Надо попасть еще. Ну, попасть. Попасть надо. Видно? Попал. Попал, ура. Теперь надо сюда вступиться. Ну что, завершающий штрих, да, Григорьевич? Да. Немножко осталось. У нас вот такие помощники помогают делать. Спасибо за помощь. Спасибо, да, морально поддержали. Я говорю, 2 человека только остановились. 30 машин проехало у нас. Ну как бы сами не тормозили, потому что чем помочь, я говорю, был бы сварочный аппарат у кого-то там, другой дело. советом. Да, ты эту шайбу поставил, Вань? Да. Не забыл? Шайбу поставил, наживил. Сейчас колес. Все, осталось колесико. Колес. Да, Донкрат, наверное, потел, да? А, может быть. Из-за этого еще неудобно тебе было. Так. что-то у нас А? где-то рядом. Так. Так. Ладно, все, убираем.
Все готово, ремонт закончен. Да, что будет, то и Ну будет. теперь моли Бога. Так, гайку центрально закрутили. А, Да, центр- ох ты, блин. Забыл. Куда ж Вот. пошел? Ну, Я она-то, тут для этого и стою. Да. чтобы напомнить. Ну, она-то это, Физически не помогаю, но да, А что, так она уже на месте. бывает, все соберешь, раз посмотришь, тьфу, блин, то-то забыл, по новой разбираешься. Не, мне тоже надо. Я собирал, я сейчас уже немножко притупел, а я же на станции работал. Что думаешь? Так просто. Я что-то делал, какие-то дела, и варил, и капот, и все, блин, резал и варил. Запорожец вообще в дугу был. Мордашова. Ну так что, дай Бог, чтобы все получилось. Дай Бог, чтобы проволочка выдержала и доехали до дому. Потихонечку, на первой скорости. С правой стороны. Бровки, да, чтобы в случае чего она не торчала на центре дороги. Так, ну что, вроде потихонечку поехал. Включили аварийку. Вроде потихоньку пока едет. Не знаю, до куда доедем, но пока едем. 100 метров уже проехали. Так, засекаем, сколько километров мы проедем. 100 метров где-то проехали. Сейчас мы посмотрим. О, на спидометре интересная цифра. 11 тысяч 115. Короче, 3, 4, 5 однерок и одна пятерка. Интересная цифра. И 1 градус тепла уже. Одни однерки. Дай Бог, что это к счастью. Куча однерок. Пока едем потихонечку. Лишь бы подъем не забуксовал. То спуск, подъем. Ладно, друзья. Будем молить Бога, чтобы все закончилось благополучно. Потихонечку пока едем. 3 километра проехали, полет пока нормальный. Дай Бог, чтобы все так и было. Очень переживаю, потому что если сейчас не выдержит это проволочки и упадет рычаг, это будет пипец. Но не будем думать о грустном. Будем надеяться, что с Божьей помощью мы благополучно доберемся до поселка. Дай Бог, дай Бог. 33 километра почти проехали. Пока едем. Давай, Григорьевич, потихоньку, не спешим. А то уже надоело, видать, медленно ехать. Уже и 40, и 50 давал. 60 километров в час даже местами. Я понимаю, это долго и муторно, но надо терпеть, что делать теперь. Потихонечку. Терпение и труд все перетрут. Так, ЖД переезд. Главное, чтобы здесь нормально все было. Так, вроде проехали. Это хорошо.
Хорошо. Давай, Иван, давай. Потихонечку остановился. Что он там остановился? Устал, наверное, ехать. Аварийку включаем. Что, Иван, устал ехать? Да нет, в одном месте это испытание произвела ямка, блин, думаю, по снегу возьму, она тум, блин. Я после этого, видишь, уже еду под 50. Ну, смотрю, быстро ты поехал, но Ну, не спеши, лучше потихоньку, чтобы ямки объезжать. Ну, я чувствую, что нормально. Чувствую, ты, я смотрю, расслабился 50-60 херачишь, блин. Ну, так, если он не скрипит, ничего, все на месте. Там дернуло так, что вылетела бы она. Я в снегу, блин. Я еду 20. Ну-ну-ну. Он, блин, туп-туп, блин. Ну, потихоньку. Я сразу раз и спотел, блин, а потом выехал на ровный. Ничего, добавляю вторую. Главное, чтобы не было ямок этих, Да. потихоньку по ровной это Вот пойдет. я выбираю правую сторону. А, лучше не спеши нахрен, на третьей потихоньку. Вот, нормально. Нормально, это хорошо. Дай бог доедем. 101 километр. Проехали. Не знаю почему, но Иван Григорьевич почему-то приехал ко мне домой. Сейчас узнаем. А ты чё, Иван, сюда-то приехал? Фонарик надо взять на зарядку. Так, ёшкин кот, я бы привез тебе. Надо было по прямой прямо ехать, чтобы по этим колдайё. Я не могу тихо ехать на исправной машине. Исправная машина, да? Конечно. 102 километра, короче, где-то проехали, Ну, получается. За 1,5 часа. Ну, ты сначала 10, потом 20, Да. потом, смотрю, 40, 50, 60, Ну а что? 80 как ты дал даже. Ну а как? Ну если ровная дорога, что ему? А, ты сейчас, наверное, будешь так еще месяц кататься, да? Год. Ладно, друзья. Хожу я сейчас Жигули. Осталось совсем немножко доехать до гаража Григорьевича. Просто сейчас зайдем домой, возьмем фонарик, возьмем котелок у Григорьевича и это все отдадим. Так что заранее пока ничего не буду говорить. Сейчас я сопровожу тебя, а потом уже все скажем. Хорошо? А то рано радуемся. Чего? Я уже по Голдобинам не буду ехать. Да? Я по Ты в гараж туда, на Кирова, да? Да. Все, хорошо. Как сказал батька, у гроба карманов нет, нехрен купить. Да. Купим аппарат. Вот так вот закончилось наше сегодняшнее приключение. Наш сегодняшний день так прошел. Машину Ивана Григорьевича поставили на колеса. До поселка уже доехали. А до дома осталось пару километров, и Иван Григорьевич Да. будет дома. Рядом. Так что скоро первый лед, друзья. До встречи на первом льду. До встречи на канале Конь Рыбак. Это уже будет скоро. Всем Да. пока. Ох.